Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я расскажу о самых интересных событиях и новостях, касающихся традиций, туризма и национальных мероприятиях, которые пройдут уже в этом месяце. Так я расскажу о якутском кино. Как известно, якутская киноиндустрия с каждым годом покоряет все больше и больше признания о сохранении языка и международном конкурсе «Хамусист Виртуоз мира», который стартовал уже сегодня. Давайте приступим. Якутский фильм «Тыгын Дархан» планируют показать в Казахстане, Турции, Монголии и Корее. Создатели фильма провели пресс-конференцию «Тыгын Дархан. Путь к единению народов». Корейская сторона взяла фильм на одноразовый просмотр. Они запросили полгода на принятие решения. Также Монголия, Турция и Казахстан заинтересовались нашим фильмом. Ведь он не только про якутов. Они отметили, что Тыгын Дархан похож на их Чингисхана. Пока мы рассчитываем на страны СНГ, рассказал директор Национального центра аудиовизуального наследия народов республики Степан Москвитин. В этом году картина получила гран-при в номинации «Лучший евразийский полнометражный фильм». Ну а в самом центре Владивостока, в знаменитом кинотеатре Уссури, состоялся показ якутского фильма режиссера Валентина Маркова «Дюлур. Масс-рестлинг». В фильме рассказывается история молодого человека Дюлура, который после армии возвращается в родную деревню в Якутии, где его ждут бабушка и маленькая сестренка Кюнней. Неожиданно для себя Дюлур принимает участие в местных соревнованиях и открывает в себе талант масс-рестлера. На сеанс пришли в основном студенты. Молодым людям, которые совсем недавно покинули родные края, важно чувствовать связь с родиной, в том числе через кинематограф. Мне очень понравился этот фильм. Начнем с того, что во Владивостоке якутские фильмы показывают достаточно редко, и когда показывают, мы, все жители Владивостока, собираемся и приходим посмотреть обязательно, потому что это позволяет нам почувствовать частичку нашей родины, позволяет нас почувствовать как дома. И я очень рада, что якутские режиссеры вообще предоставляют такую возможность нам, студентам из других городов, посмотреть наши родные фильмы именно здесь, где мы живем и обучаемся. В рамках Дней Татарстана в Якутске будут показы татарских фильмов и встречи режиссеров с продюсерами. Фильмы будут показаны на татарском языке с субтитрами. Это комедии, драмы, художественно-документальные, а также фильмы военной тематики. На протяжении 3 дней делегация из Татарстана представит в Якутске фотовыставку, посвященную традициям, обычаям и культуре народов, проживающих на территории Республики Татарстан. Кроме того, в рамках Дней Татарстана в Якутии пройдут встречи писателей 2 республик. Закончатся Дни Татарстана в Якутии торжественным концертом мастеров искусств Татарстана, который пройдет на сцене Якутского театра оперы и балета. Сегодня в Якутске стартовал 3-й международный конкурс «Хамусист Виртуоз мира». Мероприятие открыли масштабным флешмобом массовой игры на хамусах. За звание «Хамусист Виртуоз мира» будут бороться 38 участников из 9 стран и 11 регионов России. Победителей конкурса определят международный состав жюри. А 9 лучших удостоятся высокого звания «Хамусист Виртуоз мира». Гала-концерт победителей конкурса фестиваля пройдет 17 июня в Саха-академическом театре имени Аюнского. В рамках программы состоится выставка «Якутск. Мекка Хамуса». Будет 2 тура, 2 раунда. Первый состоит из 2 частей. Первая часть – это традиционные приемы, это традиционная игра. Вторая часть первого тура – это импровизация. Те, которые прошли первый тур, мы им даем тему, каждому музыканту. Он получает тему, и по этой теме он импровизирует, или она импровизирует. И тогда уже определяем окончательно. Туристов зовут посмотреть на малышей-бизонов в бизонарии Усть-Ботома. Стартовал новый туристический сезон в питомнике лесных бизонов Усть-Ботома. Недавно бизонарий в Хангалахском улусе наполнился новыми животными. Об этом сообщили в дирекции биологических ресурсов и природных парков республики. Знаменитый питомник расположен на живописном левобережье реки Ботома в черте национального парка Ленские столбы. Для посетителей он открыт 7 дней в неделю. Экскурсии проводят с 10 утра. Для туристов есть гостевой домик и балаган. В питомнике Усть-Ботома можно увидеть не только
только могучих и косматых лесных бизонов, но и их маленьких детенышей, которые появились на свет в начале весны текущего года. Сегодня бизонята уже смело резвятся на зеленом лугу. Попасть к бизонам можно только на моторные лодки. Заброска происходит от села Булгуняхтах Хангалахского улуса. Лесных бизонов в регион завезли из Канады, чтобы возродить ранее вымерший в Восточной Сибири вид. Численность бизонов сегодня около 300 голов. Национальный праздник Эссе-Холонхо в этом году пройдет в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района уже 20 по 21 июня. Для удобства передвижения гостей и участников Эссеха будут организованы 3 автобусных маршрута внутри села Верхневилюйск и 2 соединяющие населенные пункты Хараялах и Хамустах. Всего будет задействовано 10-12 автобусов. Во время открытия и закрытия Эссе-Холонхо задействуют все 8 электромобилей. В другое время будут ездить по очереди 4 электромобиля, остальные будут на зарядке. Место зарядки электромобилей определено рядом с ипподромом. Электричество проведено по местам зарядки. Межкавказских гор в солнечном Сочи завершился 10-й международный конкурс-фестиваль творчества у самого Черного моря, где школьники из села Кебергене Абыйского улуса завоевали престижное звание «Титул Гран-при». На конкурсе ребята представили песню о Сейдже. Отличились не только вокалом, но и костюмами. Также в свое выступление они добавили элементы сакрального эвенского танца. В Сочи ребята выложились на все 100, готовили творческий номер полгода. Ансамбль участвовал в номинации «Народное творчество». Вместе с золотым кубком им также вручили приглашение в Москву и Санкт-Петербург. Опыт России по сохранению языков коренных народов должен стать достоянием человечества. Об этом глава республики заявил на полях 25-го Петербургского международного экономического форума в рамках сессии, посвященной вопросам сохранения языков коренных народов с помощью современных цифровых инструментов. В ходе работы сессии была озвучена инициатива о создании полномасштабного собрания цифровых изданий на якутском языке. С таким предложением к главе республики обратился генеральный директор Российской государственной библиотеки. В результате реализации этой идеи в главном книгохранилище страны может появиться самое полное в России собрание электронных изданий на языке народа Саха. В Якутске приступили к реализации онлайн-мониторинга деградации вечной мерзлоты. Проект нужен для того, чтобы следить за состоянием мерзлоты под самым населенным городом Якутии. Его главная цель – создать интеллектуальную онлайн-систему мониторинга деградации многолетней мерзлоты под фундаментами социальных объектов в Якутске. Данный проект будет на днях представлен в Петербургском экономическом международном форуме. Зачем же нужно следить за состоянием вечной мерзлоты? По оценкам Минвостокразвития, в результате деградации вечной мерзлоты к 2050 году ущерб российской экономики может составить 5-7 триллионов рублей. Отметим, что почти вся республика находится в зоне вечной мерзлоты, в том числе и столица региона. Освоение Арктики – один из приоритетов развития Российской Федерации. В СВФУ стартовала 5-я международная конференция «Новые материалы и технологии в условиях Арктики». На протяжении 4 дней участники будут генерировать идеи по созданию конкурентоспособных материалов, адаптированных для эксплуатации на российском севере. Программа конференции включает основные направления современного материаловедения для регионов холодного климата, диагностики поведения материалов при низких температурах и другие. В частности, Институт физики прочности у нас взаимодействовал и взаимодействует по тематике разработки материалов для условий крайнего севера. Это и сварные соединения, это и порошковая металлургия. Вот в последнее время мы занялись полимерными материалами. Вообще говоря, эти работы, это сотрудничество было заложено в свое время еще академиком Виктором Ильичем Паниным, директором и основателем института. И с тех пор оно, в общем-то, продолжается, крепнет, появляются новые направления сотрудничества. Ну, а на этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся завтра в это же время в эфире телеканала Якутия-24. До новых встреч в эфире.